Вот уже 40 лет каждое утро, не изменяя себе, Роза Албастова спешит на работу, которую, как она признается, не променяла бы ни на что. Основная обязанность главного специалиста производственного отдела муниципального унитарного предприятия «Сурсат» – это проверка качества проделанной сотрудниками работы. Сюда она впервые пришла 1 июля 1978 года, будучи еще студенткой. Уже тогда Роза определилась с профессией, и полюбившееся дело оказалось длиною в жизнь. Отец меня забрал к себе на работу. Он работал руководителем. В то время был не Сурсат, а Элуат, эксплуатационно-линейное управление автомобильных дорог, где он был руководителем. Это предприятие было создано лично под его руководством. Он меня забрал просто бухгалтером сначала. По истечении определенного времени я потом перешла в плановый отдел работать экономистом по специальности. Училась я заочно. Я очень благодарна жизни, что у меня жизнь связалась с этой специальностью, с этим предприятием. С этим предприятием у меня связана вся жизнь. А вот сегодня вы смогли бы оставить эту работу? Для меня было бы это ударом. Если на работе Роза ценный сотрудник, то дома она любящая мама, 3 детей и бабушка. Супруга Розы нет в живых уже много лет. Детей на ноги поставила сама. На вопрос, какая она чеченская женщина, отвечает, не задумываясь. Терпеливая, в первую очередь. Семейная. Помните о семье и о семейном долге. Тем более наша чеченская женщина. Семья для вас это что? Это все. В этом дворе Розу знают не первый год, как человека с добрым сердцем. Она способна протянуть руку помощи в любую минуту, отмечают соседи Розы. Роз, я еще дуканю лет 30. Хозмерз истфалары ду. Хокингердел уома дастона инсар вайдона эдоште дездемадейсвен дин чеченской женщины. Сундек или лурдер сундон. Хокон эл уома дастон дикник бейда. Не только Роза пошла по стопам своего отца, но и 2 ее сыновей, которые также работают вместе с ней во имя чистоты и порядка в регионе. Сегодня, находясь в кругу близких и друзей, Роза поздравляет всех чеченских женщин с их прекрасным наступающим праздником. Здоровья в первую очередь, семейного счастья, благополучия, чтобы никогда у нас не было войны.